Сабақтың тақырыбы алу етістігі. Глагол мочь. Глагол алу можно перевести как брать, а также он может переводиться как мочь. Сейчас мы рассмотрим именно этот случай. Как сказать, допустим, что я могу рисовать или я могу петь. Значит, к основе глагола мы прибавляем суффикс «а», «е» или «и» краткое, а также глагол «алу». От глагола в неопределенной форме отбрасывается суффикс «у» и добавляется суффикс «а», если слово твердое, суффикс «е», если слово мягкое, и суффикс «и» краткое, если слово оканчивается на гласный. Глагол «алу» обычно употребляется в переходном времени. «Аламын» – «я могу». Мысалы, «мен немісше жаза аламын» – «я могу писать по-немецки». Глагол «жазу» – «писать». Мы убираем буковку «у», остается основа глагола, не прибавляем по правилу «а», «е» и краткое, в нашем случае буква «а». А далее идет слово «аламын». «Мен немісше жаза аламын» – «я могу писать по-немецки». «Мен қазақша сөйлей аламын» – «я могу говорить по-казахски». Здесь глагол «сөйлеу». Мы убрали буковку «у», осталась основа глагола «сөйле». Далее, так как она закончилась на гласный, мы прибавляем «и» краткое. «Мен қазақша сөйлей аламын» – «я могу говорить по-казахски». «Мен машина жүргізе аламын» – «я могу водить машину». Здесь глагол «жүргізу» – «водить». Также берем основу «жүргіз», прибавляем буковку «е», далее слово «аламын». «Мен машина жүргізе аламын» – «я могу водить машину». Давайте рассмотрим, как этот глагол склоняется. «Мен қазір келе аламын». Здесь глагол «келу» – «приходить». «Я могу сейчас прийти». «Сен қазір келе аласың». «Ты можешь сейчас прийти». «Сіз қазір келе аласыз». «Вы сейчас можете прийти». «Ол қазір келе алады». «Он сейчас может прийти». Или «она сейчас может прийти». Множественное число. «Біз қазір келе аламыз». «Сендер қазір келе аласыңдар». «Сіздер қазір келе аласыздар». «Олар қазір келе алады». «Мы сейчас можем прийти». «Вы сейчас можете прийти». «Вы сейчас можете прийти». «Они сейчас могут прийти». Отрицательная форма. Здесь вместо слова «аламын» мы берем слово «алмаймын». Мысалы, «мен қазір келе алмаймын». «Я сейчас не могу прийти». «Сен қазір келе алмайсың». «Ты сейчас не можешь прийти». «Сіз қазір келе алмайсыз». «Вы сейчас не можете прийти». «Ол қазір келе алмайды». «Он сейчас не может прийти». Или «она сейчас не может прийти». Назар аударыңыз. Данный глагол часто употребляется в отрицательной форме прошедшего времени. Алмадым – «я не мог». Мен жаза алмадым. Сен жаза алмадың. Сіз жаза алмадыңыз. Ол жаза алмады. Я не мог написать. Ты не мог написать. Вы не могли написать. Или он не мог написать. Или она не могла написать. Множественное число. Біз жаза алмадық. Сендер жаза алмадыңдар. Сіздер жаза алмадыңыздар. Олар жаза алмады. Мы не могли написать. Вы не могли написать. Вы не могли написать. Они не могли написать. Давайте рассмотрим, как это можно использовать. Допустим, глагол «сурет салу» – «рисовать». От инфинитива мы убираем буковку «у», у нас остается как бы основа глагола «сурет сал». И дальше по правилу прибавляем «а», «е» или кратко. Допустим, хочу сказать, ты умеешь рисовать? Сен, сурет, сала, аласың ба? Ба, напоминаю, это вопросительная частица. Далее глагол пісіру – варить или готовить. Допустим, хочу сказать, вы умеете готовить плов? Сіз палау пісіре аласыз ба?